Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня я хотел бы записать очередное видео насчет темы танцев. Дело в том, что Аскер Владиславович на это мое видео, он сделал сразу же потом видео-ответ. Вот. И я бы хотел разобрать кое-какие моменты из этого его видео и здесь вот подискутировать в общем на эту тему. Вот. Начал Аскер Владиславович с того, что он зачитал в моей вкладке, во вкладке сообщества. Я сразу же после его видео, я не помню, там, по-моему, месяц назад он это видео сделал, что-то примерно в этих сроках. Я сразу же после этого видео во вкладке сообщества сделал запись. Ну, там, конечно, были нелицеприятные слова в адрес Аскера Владиславовича, вот, я признаю это, но потом я на следующий день, я эту запись удалил. Ну, Аскер Владиславович, он так вот быстро, так сказать, сориентировался, и до удаления этой записи он успел заскринить эту самую запись, и потом воспользовался моментом, вот, и зачитал все то, что я написал тогда. Так сказать, вот провел такую разведывательно-диверсионную деятельность на моем канале. Сам он, кстати, ничего никак не прокомментировал это все. Просто вот так по-тихому пришел, так, чик, заскринил. И, дождавшись удобного случая, зачитал это все. Вот. Ну, в принципе, как бы его право, я ничего не говорю. Вот, и потом он там даже комментарии, там, дождался там, нужных ему комментариев, и их тоже заскринил. И вот в комментариях там у меня объявился такой некий Джеймс Бонд, или Джеймс Понт, не знаю, как правильно, не помню, 07. Вот, он там что-то написал в комментариях, я ему написал то, что, типа, я знаю, ты вроде как бы какими-то знаниями обладаешь, вот. И если что, напиши мне в Телеграм то, что меня там интересует, вот именно по интересующейся мне теме. И я оставил ссылку на свой Телеграм. Но он мне ничего не написал в Телеграме. Вот хотите верьте, хотите нет. Он там в этой же записи, он кидал ссылки по теме Кавказской войны. Но он мне ничего такого не предоставил. Но Аскер Владиславович, судя по всему, сделал такие опрометчивые, так сказать, выводы, то, что вот, видишь, он ссылку оставил, значит, по-любому там он ему что-то, короче, накидал, каких-то материалов, они, короче, подружились там. Нет, Аскер Владиславович, вы зря так думаете, мы как бы все сами по себе, поэтому против вас коалицию мы не составили. Вот. Ну, я же говорю, там сразу подписчики Аскера Владиславовича в комментариях, они там, короче, все, короче, это война, там, это. Нет, я сам по себе, они сами по себе. Там Магомед Будаев тоже, вот, Магомед Будаев, он вот выделился в комментариях. По-любому они там, короче, коалицию какую-то там создали против Аскера Хаширова. Нет, не дождетесь. Магомед Будаев, он тоже там написал там слова благодарности. Как бы мне это было, честно скажу, мне это было приятно, что человек, он как бы намного старше меня, да, достаточно взрослый человек, как бы, да, другой национальности, похвалил меня, как бы. Мне это было приятно. Я вот в знак уважения, вот, человеку, который старше, я им написал, вот, спасибо вам, старший, как бы. Так как я удалил эту запись, я воспользуюсь скрином Аскера Владиславовича. Да, вот это я это сделал, да. Но еще раз повторюсь, с Джеймсом 07 мы не взаимодействовали, он мне ничего абсолютно не прислал, и он мне абсолютно не помог нигде вот созданию этой своей работы. Все, я показал свое лицо, я показал свою работу, так скажем. Алан Айларти, ну, скорее всего, это Айларов, да, скорее всего, ну, наверное, лица своего не показывает. Это вот в адыгском языке напа. Это есть лицо и это есть честь. Вот если есть честь, то обычно лицо показывает. Я надеюсь, Алана тоже найдется. Надеюсь, если найдется честь, и он покажет свое лицо.
Да, что еще хочу сказать по поводу того, что там пытаются, ну, Аскер Владиславович говорил за то, что там, типа, вот, я не показываю своего лица и так далее. Аскер Владиславович, я как бы не ищу дешевого хайпа, я не ищу какой-то славы. Я такой обычный, скромный парень, да. Мне не нужны вот эти, чтобы там меня на улице там узнавали, там автографы с меня брали и так далее. Мне этого ничего не надо. Поэтому я вот хочу оставаться таким вот инкогнито. Я не знаю, что вы вот этим своим демонстративным показом своего лица, чего вы ищете здесь, там, я не могу знать. А я достаточно скромный, поэтому тут я знаю ваши тоже землячки, там тоже что-то там писали в комментариях, покажи лицо, там, это, там. Девчата, я понимаю, вы там, как бы, ну, замуж хотите, там, все дела, ну, давайте, как бы, потом, вот, оставим это все на потом, да. Вот. Ну, Аскер Владиславович, знаете, что я хочу сказать? Я тоже почем, как говорится, зря не сидел. Я тоже провел, так сказать, разведывательно-диверсионную деятельность уже и на вашем канале. Да, я тоже не без греха, конечно. Я провел эту деятельность на ваше видео, вот где вы там виделись с Ошроевым, да? И там вот почитал комментарий, и, о чудо, на кого я наткнулся в комментариях? На того самого Руслана Тидеева, которому было посвящено это ваше видео. И давайте, с вашего позволения, я зачитаю этот его комментарий. Вот, пишет Руслан Тидеев, цитирую. Тут огромная ошибка в том, то, что не учил, а обменивались опытом. Вы неправильно сформировали Ошроева слова. Синт начали танцевать наши предки до того, как родился я и родился Ошроев. Это древний осетинский танец. Аскер, вы не знаете меня лично и говорите за меня. Вы не имеете на это права. Я очень хорошо знаю адыгские танцы. Мы с Ошроевым братья. Мы очень дружили. И не позволю вам травить народы друг на друга. И вот комментарий Аскера Хаширова. Выступите с открытым лицом и опровергните слова Ошроева. Ну, опять тут эти его там типа честь, достоинство, да, там громкие такие слова, там, да, такой маскулинный, короче, такой человек сидит вот, и постоянно что-то там пытается за честь, за достоинство, там, это. Ну, почему-то только вот, если он говорит за честь, почему-то он в моей записи как-то не была затронута его честь, и он благополучно промолчал, ничего не сказал. Вот такой вот комментарий адресовал Руслан Тидеев, непосредственно тот человек, которого коснулось это видео. Ну, разрешите, конечно, с вашего позволения и с позволения Ошроева, этого вот, я не помню, как его зовут, я свой комментарий оставлю по данному поводу. Ну вот видите, Руслан Тидеев говорит о том, что был обмен опытом, а не заимствование, как это преподносите вы, Аскер Владиславович. Я не знаю, как вы там перевели эту вашу дискуссию с Ошроевым. Мы не владеем адыгским языком, мы не знаем адыгского языка. Но если Ошроев так и сказал, что типа вот Руслан Тидеев приехал, и, короче, он все вот у нас там это все позаимствовал с наших адыгских танцев, себе это все присвоил. И Руслан Тидеев говорит все, как оно на самом деле было, с его слов, да, то есть не было никакого там присвоения, был просто такой взаимообмен. Если вот Руслан Тидеев прав в этом отношении. Далее, что я хотел бы еще сказать по поводу видео Хаширова, ну, также прокомментировать некоторые его моменты из этого видео. Да, Алан, да, я признаю, вот сейчас официально признаю существование народного танца симт до 1936 года.
но не из работы Костахи Тагурова. Да, здесь вот мы с вами видели, вот видите, надо же, вот мы добились того, что Аскер Владиславович, оказывается, не все он знает, вот понимаете. Вот он затрагивает тему, а вот чтобы вот так глубоко, так сказать, вникнуть в тему, он до конца вот не вник в тему, а потом утверждает, что вот не было танца Синт до 1936 года, а потом вот признает, да, я вот, знаете, я ошибся, короче, извините, ребята, ну вот бывает, что вот. Я историком вот, там, недавно работаю, как бы, поэтому. Алан, вам не показалось странным, что Костахи Тагуров в этнографическом очерке, особо, это этнографический очерк, описание жилища, быт, нравы, песни, кстати, да, танцами плохо у нас занимались, да, вот он там пишет. И ни одного слова о великом мировом известном нартовском осетинском эпосе. Ни одного слова. Вот подумайте, это как домашнее задание, подумайте, почему Костахи Тагуров не упоминает этого? Потому что, наверное, не было. И здесь вот он опять коснулся Костахи Тагурова, этого его этнографического очерка, то, что Хитагуров ничего не указал. Вот про танцы он, это мы поняли, да, танец Синт Хитагуров в особо не указал. Так Хаширов еще докопался до того, что Хитагуров в этнографическом очерке ничего не говорит о нартском эпосе, понимаете? Но я вас разочарую, Аскер Владиславович. Есть упоминание Хитагурова о нартах. Вот, давайте я зачитаю. «Если бы пел я, как нарт вдохновенный, если бы до неба мой голос взлетал, все бы созвал я народы вселенной, всем бы о горе большом рассказал». Костахи Тагуров, собрание сочинений, том 1, страница 65. Перевод Олендер. Это получается на осетинском языке он это написал. Вот, а было переведено потом. Вот, оказывается, видите, упоминал Хитагуров о нартах. А в этнографическом очерке он ничего не написал о нартах. Так что вот такой вот Хитагуров был, этнограф. Ну, давайте пойдем далее, что там говорит Аскер Владиславович. С самого первого видео я говорю о том, что в хореографии можно делать все. Хореография — это искусство, это как художник, да, он что хочет может сделать, хореограф в хореографии, да. Единственное, он не может, хореограф, назвать другим именем народный танец. То есть, когда он описывает, да, как он создавал танец, он говорит, я взял за основу народный танец удж, например, и туда добавил элементы. Это то, что делает хореограф, правильно? Вот в хореографической работе симт там нет народного танца симт. Народный танец симт существует, но в хореографической работе симт удж вместо народного танца симт. Вот что я хочу сказать. Надеюсь, достаточно понятно. Далее вот Аскер Владиславович, он продолжает утверждать о том, что в создании сценического танца симт за основу был взят народный танец удж. Ну давайте вот у Канукова того же самого мы сейчас прочитаем описание этого самого уга, да, или уджа, как правильно, не знаю. Вот давайте еще раз зачитаю вам. Танец уг. Дирижер танцев обыкновенно подводит более почетного члена из молодежи, если есть гость, гостя, к самой лучшей почетной родовитой девушке. Он должен взять ее под руку, составляется пара. Таких пар составляется по усмотрению того же дирижера несколько, и выстраиваются они в одну шеренгу. Потом начинается танец. Для этого правофланговая пара проходит по кругу до противоположного конца, и здесь, повернувшись, топчется на месте. Потом другая пара проделывает то же и становится рядом с первой парой. Когда все пары проделали эту фигуру, начинают сначала. Какая сложная хореография. Ну вот типичный танец симт. Вот несколько пар, короче, выстроились в одну шеренгу. И крайняя пара, она, ну, мужчина-женщина, они там идут, там что-то там ходят. И подошли к общей шеренге, встали на месте и топчутся на месте. Следующая пара, короче, она то же самое проделывает. Опять встала в общую шеренгу, топчется на месте. И вот это весь танец. Блин, наисложнейшая хореография, которая потом легла в основу танца симт. Вы поняли, да?
Ну, мне кажется, по-моему, сценический танец синта, он вроде бы как чуть-чуть посложнее выглядит. Да. Далее Алан указывает работу, кстати, Махарбека Туганова, осетинские народные танцы. Ну, опять же, почему-то не высказывается в стиле, ну, он же художник, да. Вот сам Туганов признает, что не имеет там музыкальной подготовки, это раз. Отсюда следует, что он не мог различить вот адыгские танцы народные и осетинские народные танцы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, Аскер Владиславович, ну зачем вы так врете, говоря о том, что Туганов не мог отличить осетинские танцы от неосетинских танцев? Это первый момент. Второй момент, ну и что, был художником, да. Ну, это ему мешало знать культуру своего народа, народные танцы, еще какие-то там, ну, тот же нардский эпос. Это ему разве мешало, как человеку, ну, деятеля культуры? Он не мог это все описывать. Да, художником был, да. Ну, помимо всего прочего, он был высокообразованным человеком и мог описывать все те вещи, связанные с культурой своего народа, в своих каких-то работах. Вы же ссылаетесь на писателя Костахи Тагурова, то, что он вот этнографический очерк создал, при этом не являясь там профессором, историком. Ну, вы же ссылаетесь на его этнографический очерк. А почему вот художник Туганов не мог написать работы, связанные с культурой его народа? Вот. Но все-таки я хочу вот замечание по поводу того, что Туганов не мог отличить осетинские танцы от адыгских. Вы, наверное, не до конца прочитали эту его книгу. Ну, давайте я вас немного поправлю. Вот смотрите. Вот, римская цифра 3. Датагуй кафт, хонга кафт. Ну и вот в скобках кашкон кафт. Старинный в одну пару. Хонга кафт в две пары. И вот 15-й. Исламей, как переходный от кашкона хонга к жилга кафту, то есть к круговому танцу. И вот давайте посмотрим вот этот самый исламей. Что пишет Туганов за него? Танец исламей. Этот танец бытовал у осетин с 1840 до 1870 годов. Происхождение его также откуда-то извне, возможно, из Черкесии или Абхазии. Однако он явился как бы первичным объединением хонга-кафта с жилга-кафтом. Вот, девушка выходила, делала круг, парень следовал за ней после одного круга. Ну вот, видите, то есть Туганов здесь пишет то, что вот был такой танец исламей, и то, что его происхождение ведет из Черкесии или вот из Абхазии. Исламей ведет вообще-то свое происхождение из Ингушетии. Как мы потом это все-таки выяснили. Ну, все-таки Аскер Владиславович как бы пытается этому противиться. Но данные тех ученых, которые занимались этим вопросом, они говорят вот как раз-таки об этом. То, что происхождение танца лезгинка ведет из Ингушетии. Вот. Ну, давайте еще раз посмотрим, что говорит Аскер Владиславович. Алан, вот сперва отвечу на вопрос, потом уже к Варзеву перейдем. Дело в том, что очень важный момент, что вот молодые люди знакомились в парном танце, да, это был удж. Произношение, написание может быть разным, но описание танца вы могли бы прочитать, я уже повторюсь. Ну, здесь вот Аскер Владиславович опять вот занимается отсебятиной. Он говорит то, что Варзиев в основу постановки танца симт взял адыгский танец уч. Варзиев в своей работе нигде не говорит о танце уч, понимаете? Если бы там на самом деле был задействован танец уч, он бы, наверное, все-таки об этом сказал. Но он даже и слова не промолвил о танце уч. Ну, зачем, Аскер Владиславович, ну зачем вот занимаетесь вот этим? Вы знаете, получается, лучше, чем Варзиев, да? Варзиев ничего не говорит о танце уч, а вы говорите, нет, это он, короче, танец уч имел в виду. Если вы считаете, что этот танец был уч взят за основу, а Варзиев это вот таким вот образом скрыл, то опять-таки не вам это решать. Пускай специалисты сами проанализируют, посмотрят, выявят какие-то сходства и придут к выводу. На самом деле танец уч был взят за основу, или же вот, как пишет Варзиев, это вот тот самый синт, который был исполнен нашими предками. И вот тоже вы сказали там, что вот грузины вот постановку свою сделали там и так далее. Опять-таки вы лукавите. Грузины, они не делали постановку.
были приглашены в госансамбль песни и танца Северной Осетии грузинские специалисты. И они, да, они вот как бы они поставили танец симд, но они допустили очень такие серьезные ошибки. И Варзиеву их пришлось переделывать. Просто как бы есть такие недобросовестные и не знающие граждане, которые утверждают, что танец симд осетинскому народу Сухишвили подарил, оказывается, да, вот не было у осетин танца симд, а Сухишвили им подарил. Это ложь и клевета, нет. А вот именно в данном случае, где там вот Варзиев там про Чохонелидзе какого-то там упоминает, эти специалисты были приглашены в госансамбль песни и танца Северной Осетии, и они ставили этот танец. Ну, они там, я же говорю, они допустили такие прям важные ошибки. Я давайте вот зачитаю вот именно, что имел в виду Варзиев под этими ошибками. Тоже такая интересная тема. В общем, нужно было максимально точно вынести на сцену все те компоненты, на которые опиралась бытовая симдовая основа, которую традиционно все-таки более 2 столетий осетинский народ танцевал в быту. В срочном порядке в том же 1965 году я отправил эскизы композиции и описание симдовой сути своей версии, если так можно выразиться, аскетичного симда. Следуя пожеланию руководства ансамбля, я на отдельном листе обосновал большинство примененных элементов. Когда меня, тогда еще студента, спросили о том, в чем кроются лично мои сомнения, то я не стал вдаваться в детали, а только указал на то, что как бы там ни было, но Чохонелидзе все же перенял восприятие симдовой сути у Ирико Сухишвили-старшего, где жирной чертой проходил ведомый и какой-то отрешенный мужской образ, указал и на спущенные огрузиненные мужские рукава. Важно было, что ветераны и знатоки согласились со мной, студентов 2-го курса, когда я указал руководству госансамбля песни и танца, что Сухишвили и Чохонелидзе совершили главную ошибку – скрыли на сцене от зрителя один из важнейших атрибутов национального осетинского мужского образа – кисть. Мало кто даже сегодня понимает, что кисть в осетинской хореографии всегда с момента появления ансамбля считалась более чем говорящей. Хочу обратить особое внимание, что академическая постановка осетинской мужской и женской кисти была уже сформирована, узаконена неписанным правилом в госансамбле песни и танца Северной Осетии до прихода не только Чохонелидзе и других хореографов и балетмейстеров. То есть не грузины создавали танец симд, не в Грузии точнее создавали симд, как это опять вот передергивает Аскер Владиславович. Грузинские специалисты были приглашены госансамблем песни и танца Северной Осетии к себе. И они там вот делали постановку осетинского народного танца симд. Что очень сильно не понравилось, их работа не понравилась Варзиеву. Ну, конечно, не понравилось. Они же грузины, откуда они могут знать тонкости осетинской хореографии. И вот дальше зачитываю. Опустив мужские рукава и применив женский удлиненный рукав, Чохонелидзе превратил массовый, а значит по сути общедоступный, внеклассовый танец симд в танец для, в кавычках, избранных, то есть для высшего сословия, от статуса с достатком, в кавычках, зажиточных, например, тагаурцев и других, и выше. Женские движения, воспроизводимые кистью, скрытой под тканью, потеряли свой осетинский колорит. Ну, короче, да, вот этот Чохонелидзе, он конкретные ошибки допустил в постановке симда. Руководство ансамбля знало мнение артистов-ветеранов госансамбля песни и танца, которые, не являясь дипломированными историками, этнографами и фольклористами, все же являлись серьезными знатоками народного осетинского танца, в частности танца симд. Так вот, именно абсолютным большинством ветераны указывали на то, что у осетин, живших на территории Северной Осетии, симдовое танцевальное действо не являлось прерогативой какого-то высшего сословия. Безусловно, в тех ситуациях, когда в симд все-таки вставали представители разных сословий, то внутри пары сам распорядитель танцев сам стремился обеспечить равное партнерство относительно происхождения и статуса, во избежание нежелательного конфуза и даже конфликта. Так, по мнению ветеранов и опрошенных, было принято в абсолютном большинстве случаев, за редчайшим исключением. Ну, то есть, вот смотрите, Чохонелидзе, он поставил танец симд, где мужчины, они были вот с опущенными рукавами. Но опущенные рукава, длинные рукава, это была прерогатива именно таких зажиточных людей. То
то есть там князей, богатых людей. Потому что длинный рукав это как бы лишняя ткань, да? Это значит дорогая черкеска. А именно вот без длинных рукавов это уже, соответственно, черкеска простолюдинов. Вот. И Варзиев на это указывает, то, что это такая весомая ошибка. Танец симт был танцем простых людей, а не там зажиточных каких-то, вот как это указывает, как это в своей постановке отобразил Чохонолидзе. Это была такая очень существенная ошибка, которую Варзиев потом исправил. Вот что я еще раз говорю, вот что значит, когда не осетин ставит танцы, вот такой конфуз получился. Ну, спасибо Варзиеву, он это все исправил. Так что, Аскер Владиславович, грузины в Грузии не ставили танец симт. Это из-за отсутствия в Осетии должных специалистов пригласили из Грузии. Слава богу, потом среди осетин появился такой очень весомый специалист, который по-осетински поставил этот танец. Так, ну давайте я еще за танец симт несколько материалов я подготовил. Ну, давайте сейчас я этого коснусь. И сейчас я вам зачитаю книгу режиссера балетмейстера, заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, народного артиста Республики Южная Осетия Мелса Мухтаровича Шавлохова. Отрывок из его книги я сейчас вам зачитаю. Помимо основных осетинских танцев симт, жилга, рог, получивших большое распространение в Южной Осетии, были разработаны и поставлены в разных вариантах следующие танцы. В период там, с 1936 по 1939 года вот, хореографы Заур Бирагов, Бидеев. Симт. Вот, симт был поставлен вот, в период с 1936 по... в 1936 по всей видимости. Симт. От вариантов Нагуай симт, Сандрак. Вот, видите, да? Жилга кафт, там был симт. Вот, это вот постановки. То есть, вот в этот период, когда был Бирагов, был поставлен танец симт. От вариантов Нагуай симт и Сандрак. То есть, не в сценической постановке танца симт не танец уч был задействован, как об этом пытается нас всех уверить Аскер Владиславович, а варианты танца Нагуай симт и Сандрак. Теперь давайте я коснусь еще одной работы Маргариты Георгиевны Плиевой. Региональное отделение Общероссийской общественной организации Ассоциации искусствоведов по Республике Северная Осетия. Вот ее работа Махарбек Сафарович Туганов и Борис Александрович Галаев. И вот давайте отрывок. В 1938 году Борис Галаев возглавил Юго-Осетинский госдрамтеатр имени Костахи Тагурова, стал его дирижером и художественным руководителем. Начал работу руководимый им коллектив, теперь уже государственный ансамбль песни и танца Юго-Осетии «Симт». С первых дней на занятиях ансамбля присутствовал Махарбек Туганов. Тут указан 1938 год. И цитата. 1938 год. Шла репетиция в зале театра имени Костахи Тагурова. Рядом с Зауром Бираговым, это хореограф, стоял Махарбек Сафарович, Туганов. Он консультировал нартыкафт и симт. По его эскизам были сшиты костюмы танцоров. И вот тут ссылка идет. Ссылка идет на работу Харебова. Харебов В. На репетиции ансамбля Махарбек Туганов под редакцией Дзуцати, Цхинвал, Ириштон, 1986 год, страница 156. То есть, Махарбек Туганов, он вообще являлся выходцем из селения Дурдур Дегорского района. Вот, он там родился, вырос. Он эту работу сделал. У него было множество работ, включая там художественных каких-то там картин. В том числе и работа по осетинским танцам была проведена. И потом в 1930 году он перебирается в город Цхинвал, Южной Осетии. Там он начинает работать в местном отделе культуры. И вот видите, там непонятно, по одним сведениям в 1936 году, по другим сведениям в 1938 году начали работать над постановкой уже сценического танца симт. И консультантом там был именно Махарбек Туганов.
Вот, он консультировал хореографа. Вот, в частности, вот это вот Заура Бирагова, да, по-моему? Да, Заура Бирагова он консультировал. Как видим из другой работы Шавлохова, за основу постановки танцев были взяты народные осетинские танцы Нагуай Синт и Сандрак. Не уч, как об этом говорит Аскер Хаширов, а именно народные осетинские танцы Нагуай Синт и Сандрак. Давайте почитаем еще раз, что это были за танцы. Вот нас интересует танец именно вот Нагуай Синт. Вот смотрите, синт старинный, Нагуай Синт. Выстраивалась шеренга, девица, мужчина и так далее. Я уже третий раз зачитываю вот этот вот отрывок. Мужчина брал под руку девицу, затем правая нога танцорами выдвигалась немного вперед. В таком виде живая стена танцоров вправо выдвигалась до момента, когда первая пара танцоров выходила из общего ряда в перпендикулярном к шеренге направлении. Выдвинув вперед правую левую ногу, танцующий ставил почти в уровень пятки правой ноги. Право-левое, второе движение соответствовало отрыву правой ноги с места сильно вправо с легким кругообразным движением. После чего левая нога опять заступала на место, чтобы продолжить также двигаться вперед. Музыкальный мотив, мелодически спокойный и тяжелый, предписывал танцорам такое же медленное и величавое движение. Общее впечатление от двигавшихся друг за другом пар получалось движение морских волн, медленно набегавших друг на друга. Ну, не так, как в Уджи, да, там крайняя пара, что-то там они прошли, встали там опять в общую шеренгу, потом топтались на месте, и другая пара то же самое проделывала. Вот, и вот, смотрите, синт старинный, более сложный. Он тоже, как я понимаю, тоже был взят за основу в постановке сценического танца, синт. Общее впечатление создавалось от массы танцоров. Сильное колыхание волн, так как пары меняли свои места самым разнообразным видом. Синт это требовал и от мужчины, и от женщины точного выполнения па, потому что неопытный танцор мог легко затеряться в общей массе. И вот, внимание, оба этих старинных синта танцевались в 1860-70-е годы по рассказам старожилов Цепы Байматова и Ливана Бегизова. Ну, то есть, вот такие сведения от, что называется, свидетелей этого танца Туганов получил. То есть, вот так вот было взято за основу постановки танца синт, вот Нагуай Синт, да, а не танец уч. Как мы с вами прочитали вот, о танце уч, там что-то рисунок у него вообще очень такой простенький. То есть Туганов, он был такой достаточно хороший специалист, в первую очередь как художник и вот, знаток осетинского фольклора. И вполне возможно, что вот для постановки его этого танца, он консультировал Бирагова, да, для постановки его этого танца, синда, он какие-то вот применил свои способности как художника, вот именно в постановке танца, синд, ну и других танцев тоже. Это ему помогло. Но еще раз, вот именно сценический постановочный танец синд был создан в Южной Осетии, в городе Цхинвал. То есть в Северной Осетии еще о танце синт, ну, сценическом, ничего не знали. И на сегодняшний день юго-осетинский ансамбль синт, он так и называет. Ну, в смысле, он называется вот в честь того, что вот был поставлен сценический танец синт. То есть это настолько вот произвело впечатление на зрителей, что ну, вот руководители ансамбля, они назвали свой коллектив в честь этого постановочного танца синт. Вот, ну давайте я еще зачитаю выдержку там хореографа одного по поводу вот спора уджа и танца синт. Диана Хугаева, художественный руководитель ансамбля «Ирон», заслуженная артистка Южной Осетии. Я прочитал статью в газете «Республика», там все четко написано, хороший расклад. Посмотрел танец уч, движение точь-в-точь синтовский, и это не случайно. Атака на нашу культуру, на историю идет уже давно. Пока в советский период заимствования шли со стороны Грузии, теперь, в кавычках, подоспели и Северокавказской республики. Причем в данном случае заимствована не только структура синда, но и музыка, конкретные элементы. Четко просматривается каубыт, который традиционно исполняется в танце синт. Что же касается адыгского уч, то он танцуется более темпераментно, живо
и ничего общего с гармоникой и плавностью симт не имеет. И в данной ситуации много будет зависеть от нашей принципиальной позиции. Нашей имеется в виду совместной, юга и севера. Ну вот давайте, тут вот смотрите, был затронут такой сценический элемент, как каубит. Каубит по-астински это плетень. И вот давайте сейчас я вам продемонстрирую одну запись вот этого самого юго-астинского ансамбля СИМ 1951 года. Давайте вот посмотрим. Симт – один из любимых народных осетинских танцев. А сейчас я вам покажу постановку ансамбля кабардинки танца Уч. Вот обратите внимание, вот видите, разворачивающаяся стена танцоров. Это не народный элемент, это именно вот сценический элемент. И по всей видимости, вот этот вот разворот был заимствован у ансамбля «Березка». То есть наши предки вот таких разворотов не делали. Это вот придуманный, как бы вот сценически взятый элемент. Вот смотрите, сейчас вы увидели точь-в-точь вот схожий элемент вот прочеса, да? Как я понимаю, я немного, как бы не силен в хореографической терминологии, но вот это именно и есть вот этот самый каубит, то есть плетень, да? То есть они вот так вот пересекаются друг с другом, как вот плетень, да? Ну, как бы я вам предоставил запись 1951 года танца симт. Здесь мы видим тот же самый элемент,
прочесок. Танцы уч. Ну, я думаю, что заимствование, наверное, все-таки произошло из танца симт в танец уч. Потому что, я не знаю, есть там какие-нибудь записи танца уч до вот указанного 51 года. Если есть, то предоставьте, пожалуйста. Но здесь, вот именно в танце симт, мы видим, что имеется такой элемент. Поэтому есть все сведения говорить о том, что было заимствование как раз-таки из осетинского танца симт в адыгский танец уч. Как я до этого говорил, то народное исполнение танца уч, оно по своей хореографической постановке, оно не являлось каким-то таким вот, прям таким очень сложным. Ну давайте дальше послушаем, что говорит Аскер. Дело в том, что исламей это не лезгинка и это не ингушский танец. Вот, Аскер Владиславович здесь опять утверждает, что исламей это исконно адыгский танец, никакого заимствования он не имеет, и исламей вообще не является лезгинкой, да? Ну хорошо, я что, против что ли? Давайте вот сейчас зачитаем статью из Википедии, если вы не против. Ну, в Википедии, конечно, да, доверия же никакого нету, все только стараются к первоисточникам обращаться, да, но все-таки кое-какой вес этот сайт имеет. И вот давайте, вот смотрите. Лезгинка изначально была танцем воинов. Танец издревле распространен среди кавказских народов под своим национальным наименованиями. Вот смотрите, азербайджанская, там не знаю как, армянская арцвапар, абхазская кашара, аварская курди, талышская лакто, адыгейская зафаку, исламей. Вот. Грузинская картули хейлхури цеквеби. Гаймерджубе. Даргинская делх, ингушская халхар, кабардино-черкесская, вот, Ла-Париса, исламей. Ну, Ла-Париса, да, это, конечно, там у нас уже новодел. Карачаево-Балкарская стемей, Джангыс, Кумыкская биев, Лакская кейсу, Лезгинская лезги кул, Осетинская жилгакав, Тамбулкав, Чеченская ловзарк, Хелхар, Белбах. Вот, поняли, да? Ну, Аскер Владиславович говорит, что исламей не является лезгинкой. Ну, Википедия говорит по-другому. Вот кто из вас врет? Википедия или Аскер Владиславович? Вот скажите. Ну, мне, наверное, все-таки в Википедии больше доверия. И вот Аскер Владиславович утверждает, что никакого отношения, получается, к ингушскому танцу исламей не имеет. Он зачитал там продолжение статьи, продолжение того отрывка, который я зачитал. Он дальше, этот он не захотел зачитывать, который я зачитал, где именно говорится о том, что, по всей видимости, происхождение его ингушского. А он дальше там продолжил. Ну, давайте я еще раз вам зачитаю этот самый отрывок из книги Нагайцевой. Исламей отличается от танцев группы уч не только своей подвижностью, развитой изобретательной и искрометной техникой, но и происхождением. Так, например, в Кабардино-Балкарии этот танец имеет несколько версий своего происхождения. Одна из них связана с именем известного исследователя общеадыгского фольклора, старшего научного сотрудника Кардангушева, который собрал интересные сведения об исламее. Вот что сохранила народная память в легендах и сказаниях, проливающих свет на события, оказавшие влияние на происхождение танца. С давних пор народы Кабарды и Дагестана объединяли прочные экономические, политические и культурные связи. Примерно в середине 8 века, чтобы овладеть секретом производства шелка, два брата княжеской фамилии Мурадовых, Каншау и Ислам, со своими людьми отправились в Дагестан и вблизи города Тимирхан-Шуры основали два кабардинских селения. Тогда же получили широкое распространение смешанные браки. Вскоре, овладев секретом, братья вернулись на родину. Они основали два селения: Каншау, в том месте, где Курб впадает в Терек, а Ислам выше по течению реки Курб. Селения расположены были на границе с Ингушетией и названы по именем братьев Каншаувским и Исламовским, ныне Нижний и Верхний Курб. Жившие в Ингушетии переняли ингушский круговой танец и назвали его ингушским. Выучив его, исламовцы быстро распространили по Малой Кабарде. Когда этот танец перешел из Малой Кабарды в Большую, там он получил название Исламей, по названию села, из которого пришел. Вот. Версия эта вполне жизнеспособна и правомерна, ибо переселение родами, семьями являлось типичным для тех времен. Установление дружественных отношений с соседями всегда отличало кабардинцев. Вот, это то, что я зачитал. Да и далее вот он, то, что Аскер Владиславович зачитывал
Он это пропустил, то, что я зачитал, он далее зачитывает. Вершина исполнительского мастерства в танцевальных состязаниях являлся именно танец на пальцах, о чем рассказывают нам сегодня не только нардские сказания, но и более поздние свидетельства очевидцев, подтверждающих популярность этого танца у мужского населения горцев. Так, в начале 18 века Асколи отмечал: черкасы очень веселый народ, они пляшут всегда на носках, что весьма трудно, но зато красиво. Вывертывая ноги назад, то становясь на всем скаку на пальцы, то кружась вихрем. И тут же рекомендовал желательно перевести сей танец на театр петербургской с возможной точностью, без малейших перемен. Танец на носках давно привлекает внимание исследователей, историков. Это неинтересно. Вот, в Кабардино-Балкарии этот технологический прием используется в исламее. Кардангушев отмечает, что исламей кабардинцев имеет отличительные особенности от танцев других северокавказских народов, где танец на пальцах использован как прием. Дело в том, что в Кабардино-Балкарии в исламее состязаются в искусстве танца не только юноши, но и девушки с юношами. Благодаря этому исламей обрел особую строгость, торжественность, особую общественную значимость, типично адыгские черты. Все это понятно. Но, Аскер Владиславович, вы, походу, не выявили, так сказать, причинно-следственную связь. А причинно-следственная связь заключается в том, что происхождение этого танца, как вот отмечает этот Кардангушев, было не из Адыгеи, не от адыгского общества, а именно из Ингушетии. И только после того, как произошло заимствование, в этот танец исламей начали вносить какие-то там хореографические элементы. Там танец на пальцах, прыжки и так далее. Уже после того, как произошло заимствование. Неужели это так трудно понять? Это один момент. Второй момент, который меня смутил. Само название танца исламей вам ни о чем не говорит? Неужели это какая-то древность? Как вы говорите, неужели это какая-то древность? Исламей. Исламей, название с чем связано в первую очередь? Правильно, с именем Ислам, да? Имя Ислам — это какое имя? Мусульманское имя. Мусульманство когда стало проникать к адыгам? Как утверждают специалисты, где-то с 16 века. То есть в 16 веке у адыгов стал распространяться ислам, и, соответственно, стали у населения появляться мусульманские имена. В частности, ислам появилось, да? Примерно так 16 век. И где-то, может быть, с века 17, наверное, существовало это селение исламей, жители этого села переняли у ингушей их танец. Если чисто с логической точки зрения, если исходить. Я не знаю, в каком веке жил этот князь, там, Ислам, как-то там, забыл его фамилию. Это, в принципе, наверное, можно как-то узнать. Наверное, с этого периода и можно, так сказать, отсчитывать происхождение этого танца. Со времени основания села Исламей. То есть, это чисто я сам тоже до этого додумался. Исламей, ислам, какая-то древность может быть. Какой-то может быть старинный танец, если само название говорит за себя. Если бы он назывался каким-нибудь Залукукуаже, да? Чисто таким адыгским названием, то тогда еще можно было бы понять. Название такое чисто из адыгского слова состоит, да? Значит, можно говорить о какой-то древности этого танца. А тут немного не сопоставляется. Дело в том, что танец вернулся к нам из диаспоры, да? Что такое диаспора, надеюсь, тоже знаете, или это тоже объяснить. Это та часть репатрированных или выселенных по-русски, если сказано, адыгов, которые там у себя какие-то танцы они сохранили, а мы здесь утратили. И как раз буквально лет 20 назад, может быть, я не знаю, примерно, этот танец оттуда вернулся. И все. Об этом, кстати, говорит и сам Кулов. Вы невнимательны. Послушайте этот фрагмент еще раз. У нас есть Уч, у нас Зафак, Заватлат, Ислами. А те танцы, которые у нас не остались, а они остались у них, понимаете? Они танцуют с огромным удовольствием. Хашпапанчи, Гуаши Уч, там есть Фещен, чеченский танец, казалось бы, они по-своему, по-адыгейски танцуют, исполняют. Там Тляпер еще. Это несколько танцев, я их объединил. А теперь посмотрите видео. Это достаточно старое видео из диаспоры, да? Посмотрите.
таким образом, Алан, получается, что существовала Сапариса, да. Ну, я не знаю, что вы там будете делать, что вы будете признавать и не признавать и так далее. Исламея — это адыгский танец, тоже показал, доказал. Где-то он не ингушский, Сапариса тоже. В общем, у Алана практически ничего не вышло. Очередной раз ничего не получилось в плане танцев, да. Здесь я что хочу сказать. Да, признаюсь честно, на момент создания этого моего видео я не знал, что танец был привезен из диаспоры. Вот я этого не знал, вот честно скажу. Поэтому я и просил записи этого танца там ранее 90-х годов. Ну, я имел в виду именно на Кавказе, вот постановки вот этого танца. Но я не знал, что танец сохранился в диаспоре, в турецкой. Но опять-таки, это сути не меняет. Здесь мы узнали о чем в первую очередь? О том, что до Кавказской войны среди адыгов, по всей видимости, Малой Кабарды, существовал вот этот танец шашен. Потом произошло там мухаджирство, и вот эти все, как я понимаю, вот эти все знатоки этого танца, они все переселились в Турцию. И на Кавказе здесь этого танца среди адыгов не сохранилось. Ну вот потом вот в 90-е годы, получается, здесь на Кавказе уже узнали о существовании этого танца. Еще раз, но природа этого танца, она чеченская. И это несложно это выяснить, вот просто элементарно. Посмотрите, вот, ну сейчас вот эти постановки я не говорю, ну вот там, допустим, постановки там 2000-х годов, вот внимательно посмотрите эти танцы. Это типичное чеченские движения, вот буквально один в один. Я еще в интернете одну статью нашел по этой теме. Вот я, к сожалению, я не знаю, кто ее написал, но, по всей видимости, тот, кто ее написал, он достаточно хорошо знаком с этим вопросом. И давайте я вот сейчас зачитаю ее. Статья эта была размещена на сайте в группе «Адыги. Новости, история, культура и традиции». И вот смотрите, вот шашен. Шашен – быстрый танец, иначе его иногда называют танец шамиля, скорее всего в честь сочинителя танцевальной мелодии. В культуре адыгских диаспор Турции танец шашен является общеизвестным и популярным. По данным Дежин Чурей, шашен входит в пятерку самых популярных танцев турецких адыгов. Его танцуют мужчина и девушка под разные мелодии. По наблюдению Метина Кодзокова, шашен наиболее популярен среди густонаселенного района Турции под названием Хажрет, в котором живут преимущественно кабардинцы. Кодзоков также считает, что шашен был привезен с Кавказа, но на исторической родине танец забыли от того, что большая часть хажрет кабардинцев покинули родные края, а у представителей оставшихся субэтносов танец не был столь популярен. Известный адыгский хореограф Амирби, тут пишут Амирби, но, по-моему, его Алимби зовут, Алимби Кулов впервые увидел шашен в исполнении мужчины и девушки, приехавших из Турции. По представлениям опытного хореографа, пара исполняла чеченский танец. Вот видите, Алимби Кулов сам утверждал, что чеченский танец, но с вкраплением узнаваемых адыгских элементов. То есть вот этот танец шашен, там он был как бы смешанным с какими-то адыгскими элементами, присутствовал там. У каждого из танцующих был собственный рисунок и характерная пластика движения мужчины. Движения мужчины были резки
и порывистый. Положение рук и ног, пластика тела не оставляли сомнения в том, что парень воспроизводит образ чеченского танца. Девушка танцевала плавно и величаво. Ее движения соответствовали типу танцевальных па, характерных для адыгской культуры. Существует несколько версий происхождения названия этого танца. Первые две принадлежат Ружди Тугузу, Абадзеху, родившемуся и прожившему долгое время в Сирии. По одной из них танец является разновидностью лезгинки и обязан своим названием адыгу по имени Шашен Уджуху, который умел танцевать на носках. Согласно второй версии, шашен есть адыгский танец, название которого запечатлен его хореографический рисунок. По-адыгски ше-учен означает трижды пробежаться. О, блин, нифига себе. Ведущей в этом танце оказывается девушка, которая двигается по кругу быстро, а парень едва успевает за ней. Сопровождаемый ироничными репликами друзей, парень пытается остановить девушку, становится перед ней, танцует на одном месте, но девушка увлекает парня и сама формирует рисунок танца. Третья версия, выдвинутая хореографом Асланом Ходжаевым, связывает название танца с лошадью. При небольшом фонетическом изменении слово «шешен» может произноситься как «шишен», что в переводе означает «нрав лошади». Четвертую версию предложила турчанка адыгского происхождения Сатанай Гюрсесме. Приводим ее историю в дословном переводе. Во время русско-черкесской войны, когда воины собирались в бой, они устраивали пляски, что означало, что они идут в бой с радостью, и все желали им радостного возвращения. Ши означает конь. Воины танцевали, сидя на лошадях, поэтому настоящее название танца шичен, а не шашен, что часто соотносят с чеченами. Пятая версия самая правдоподобная. Вот видите, пятая версия самая правдоподобная. Является предположение о чеченском следе в истории происхождения термина и содержания танца. Имеется в виду темп музыки, быстрота, которые у адыгов Турции ассоциируются с чеченскими искрометными танцами. При этом у кабардинцев Турции танец шашен не такой быстрый, как у других адыгских субэтносов. Это объясняется тем, что кабардинцы отличаются аристократичностью, а значит величавостью и гордостью танцевальной культуры. Западно-адыгские варианты танца шашен, называемые чечен, являются разновидностью лапарышу. Действительно характеризуются темпераментом, быстротой и повышенным жизнелюбием. Вот так вот, Аскер Владиславович, а вы там начинаете исконно адыгский танец там, и так далее. Вот, я еще раз говорю, я не знаю, кто автор этой статьи, но я думаю, он вполне подробно описал все, рассказал. По всей видимости, он, так сказать, очень так проникся историей этого вопроса. Так что, Аскер Владиславович, то, что вы говорите о том, что танец Исламей и танец Лапариса — это исконно адыгские танцы, вот я вам не верю, вот не верю, как у Станиславского, да? Приведите мне железобетонные доказательства того, что танец Исламей и Лапариса являются исконно адыгскими танцами. И тогда вам будет честь и хвала, а мне стыд и позор. А так, в противном случае, пока что правда на моей стороне. В общем, все, что я хотел сказать по этой теме, по поводу его видео, которое было адресовано мне, я сказал. Вот я еще добавления какие-то сделал по танцам. Вот, следующее мое видео будет там про дигорцев, про адыгских князей, да, то, что вот Аскер Владиславович вот хотел так вот прям подчеркнул о том, что вот осетины были в зависимости от кабардинских князей. Ну, я вот этой темы тоже коснусь, там, кто от кого был зависим, там, и так далее. Вот, и что еще? Ну, и про Хитагурова. Вот, тоже я коснусь и этой темы. Ну, все, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.